почему ваши взгляды так изменились за 5 лет? Ну, начнем с того, что взгляды изменились еще раньше. То, что вы там сказали, что вот жилось в Украине лучше, то, что сейчас мы понимаем, что да, вот по исходу этих 5 лет, что да, жилось, конечно, намного лучше, как бы там ни говорили, что в Украине там коррупция и все остальное, да. Ну, я скажу так, что в России коррупция намного больше коррупции, то есть немного она такая закоренелая коррупция, причем, скажем так, что во всех эшелонах не только власти, но и во всех госструктурах, те, которые должны даже контролировать, да. Когда пришла Россия, скажем так, что хотелось, конечно, видеть, что такого как бы знали, да, что нам показывали, когда мы жили при Украине, что вот в России жизнь лучше, в России там уже до того, что уже дошло, что вообще народ легко живется и свободно. А оказывается, когда пришла Россия, мы увидели, что даже буквально там какие-то полгода прошли, мы уже понимали, куда мы попали, что налоговая служба та же самая не работает, какой-то малый бизнес, если он совсем слабенький, сразу пытаются как-то придушить. Но, еще раз повторюсь, что при Украине жилось в каком плане лучше? При Украине тоже была коррупция, скажем, да, но не такая тотальная, как здесь в России. И при Украине можно было, естественно, мы пользовались этой коррупцией, конечно, это жизнь, тут от этого никуда не уйдешь, но за какие-то малые деньги можно было решить тот вопрос, что беспокоил, да, и была гарантия, что тебе решат вопрос. В России намного сложнее в каком плане? Здесь коррупция, то есть десятки, а то, может быть, и сотни раз превышает то, что было в Украине. И еще не самое важное, что если ты, допустим, как-то порешаешь вопрос, ну, грубо говоря, дать взятку, да? То есть у вас теперь не хватает денег на взятку, я вас правильно понимаю? Первое. Сергей, Алло? У вас теперь не хватает денег на взятку, я вас правильно понял? Нет, не то, что не хватает денег на взятку. Еще раз повторюсь, что опасность в том, что если ты даешь даже взятку, просто вопрос может не решиться. И больше того, тебя просто оставят крайними. Вот что пугает. А вот вы с чем конкретно столкнулись в Крыму? Почему вот непосредственно, вы же, наверное, по себе судите, да, что стала жизнь другая. Что с вами случилось? Не, ну со мной что случилось? Я же вам говорю, что когда Россия пришла к нам, хотелось бы как-то жизнь, чтобы была улучшилась. Она хотелось, то есть мы надеялись на это. По тому, что прошло там полгода-год, да, я понимаю, что все надежды рухнули полностью. Понятно, что, может быть, того, что было в Украине, уже не будет, когда мы жили, да, но все равно те впечатления у нас еще остались, и мы будем сравнивать всегда, потому что мы жили при Украине, она у нас будет, и мы всегда будем сравнивать, что и говорить, что вот мы жили тогда было лучше или хуже. Поэтому только когда ты сравниваешь, ты понимаешь. Лично у меня, ну что произошло? У меня был бизнес небольшой, да, но я вижу, что как сейчас идет бизнес, я просто закрылся, ну, сейчас работаю, естественно, но уже просто меньше бизнес стал. А все остальное я позакрывал, потому что нету смысла работать в том плане, что на сегодняшний день хозяева, скажем так, что получают проблем больше, а получаешь намного меньше. Еще так, допустим, раньше мы при Украине могли что-то отложить, как-то на что-то рассчитывать. Сейчас этого нет. То есть все идет копеечка в копеечку. И что же теперь делать-то, Сергей? Как вот быть дальше? Вы знаете, сейчас в таком тупике, что уже даже не знаешь, как быть раньше, потому что мы сейчас стали заложниками ситуации, в каком плане, что в Украине мы тоже как предатели считаемся. На сегодняшний день те, которые приезжают люди с России, они тоже нас считают предателями. Ну, так и должно быть в принципе, потому что, ну, если чисто по человеческим законам, что предатели, знаете как, может быть, я скажу так, что на тот момент, в 2014 году, это было, ну, так скажем, принудительно добровольное, потому что в 2014 году ты не мог ничего сделать, даже тот бизнес переоформить, нет у тебя российского паспорта. И хотел бы ты, не хотел, ты все равно получаешь это. А на дальнейшее надеяться, я даже не знаю, просто мы видим, что каждым днем, ну, лучше не становится хуже во всех отношениях. По поводу той же коррупции, да, мы видим, что, ну да, показывают там какое-то телешоу там по телеканалу, арестовали одного, второго. На самом деле до конца никого не... Тут же задержали, там через какое-то время отпустили, понимаете?
То есть и то же самое, когда вот в России смотришь, там тоже так же коррупция, постоянно нам показывают, что там губернатор, еще. То есть люди, получается, 20 лет были у власти, воровали, занимались коррупцией, и этого никто не знал, но такого не может быть. Просто я так думаю, что это опять же показывает, что для шоу для людей, обычных людей. Сергей, еще один есть вопрос, но он касается событий, которые произошли с вами 18 марта этого года, когда вы были задержаны вместе с первым и последним президентом Крыма Юрием Мешковым. Он тогда отсидел 2 суток за неповиновение полиции. Как вы можете вот прокомментировать то, что тогда произошло? Ну, прокомментировать, вы же понимаете, что это была самая настоящая провокация. Это было вообще, если изначально начинать, то это было еще в начале февраля, то есть Юрий Александрович Мешков должен был приехать сюда на пресс-конференцию в Крым, просто собрать пресс-конференцию и, скажем так, пообщаться с народом. Но, насколько я знаю, и он мне говорил, что ему позвонили якобы со спецслужб и сказали, не надо приезжать сейчас, он в Крым, он был в Москве на тот момент. Почему? Потому что, чтобы не поднимать общественное мнение в Крыму, потому что нестабилизирует даже, скажем так. Ну, он, естественно, как-то все равно приехал 18 марта. Ну, а там просто случилась провокация. Почему? Потому что на сегодняшний день, правильно, вот, может быть, говорят спецслужбы, что на сегодняшний день волнения в Крыму все-таки какие-то происходят. Народ нестабилен, как они сами говорят, что нестабилен народ. Ну, опять же, наши крымские власти, они очень боятся. Боятся, чтобы не было никакой конкуренции, а в лице первого президента Крыма это очень серьезная конкуренция, потому что люди помнят его и знают его. Ну, провокация, только одним могу словом сказать, провокация и боязнь местных властей. Ну и, может быть, даже не местных властей, а властей, скажем так, с материка. Понятно. Спасибо, Сергей. Это был Сергей Акимов, атаман крымского казачества. И мы с ним поговорили о том, как сейчас живется крымчанам на полуострове.